Новая кровля, обновленные фасады. С виду и «Золотая рыбка», и «Огонек» – вполне работающие детские сады. Здесь прошел ремонт. Потратили на него 48 миллионов рублей. Но пока ни один ребенок не вернулся в группу. В прошлом году, 19 марта, закрыли детские сады на капитальный ремонт. И с тех пор мы все ждем. И за этот практически год первый раз нас вообще осведомили и собрали на собрание. Первый раз. Не распределили затраты по главам сводного сметного расчета. То есть, допустим, вот эта вот краска фасадная, ее можно было не делать. Сад может без этой краски функционировать. Без мебели, без кухонного оборудования сад не может эксплуатироваться. Соответственно, объект не сдан. Комполянцы возмущены, что в смету почему-то не включили мебель. В результате сады не могут принимать малышей. Около 300 вынуждены ходить в другие группы, и еще 200 сидят дома. Родители ждали ответа руководства района. Сегодня им объяснили, почему так вышло. Программа капитального ремонта подразумевает под собой 9 видов работ. 9 видов работ, связанных с техническим обновлением здания, его коммуникаций. К сожалению, в перечень работ, которые подразумевает под собой программа, не входит обновление мебели и оборудования. Когда детсады будут готовы принять детей, в управлении образования района не готовы дать точного ответа. По их словам, деньги на мебель идут не из бюджета республики, а речь о 4 с лишним миллионах рублей, по 2 на каждый детский сад. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамский район.